Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем, как водитель иномарки сбил 15-летнего подростка на пешеходном переходе. Вот я почти дорогу перешел, и машина справа летела прям. Расскажем о трагедии на трассе в Заинском районе. А также, как кража электроинструментов помогла раскрыть жестокое убийство, совершенное 9 лет назад. Не хотелось провести свою жизнь. Верховный суд вынес приговор. Это и не только прямо сейчас. 15-летнего подростка сбил 22-летний водитель Volkswagen Polo на улице Ломжинская. Мальчик переходил дорогу в метре от пешеходного перехода. После наезда он лежал на асфальте и не вставал до приезда медиков. В распоряжении Айгуль Бадрудиновой оказалась съемка с видеокамер в момент столкновения. То есть вы подбежали, сразу скорую помощь вызвали, да? Да, куртку положил под голову. Очевидцев наезда было много. Прохожие тут же вызвали пострадавшему скорую помощь. Сбитый 15-летний подросток лежал на асфальте и не предпринимал попытки встать. Прибывшие на место медики переложили пешехода на носилки и увезли в больницу. Сбивший его 22-летний водитель предпочел не отвечать на вопрос о причинах произошедшего. Скажите свою версию, как произошло. Вы не видели или не заметили? Гораздо красноречивее его слов говорит запись с камеры видеонаблюдения. Видно, что несовершеннолетний пешеход начал свой путь в метре от зебры, то есть дорогу он переходил наискосок. Впрочем, даже несмотря на это, у водителя Volkswagen было время увидеть подростка и избежать наезда, чего он не сделал. Вот я почти дорогу перешел, и машина справа летела прям. Он не сильно ехал, конечно. Километров 20-30. Нет, мне кажется, больше. Нет. Больше. Ну вон он, смотрите, после пешеходного, 5 метров где-то. Сразу после того, как сбил подростка, водитель рассказал очевидцам, почему это произошло. Водитель объяснил, что он ничего не видел из-за черной машины. Машина. Там нет машины. Машины не было, он один нашел. Я сказал сразу, он за стойки его не увидел. Степень вины автомобилиста теперь определят сотрудники ГИБДД. Наказание, которое понесет водитель, будет зависеть и от тяжести травм, полученных пешеходом. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдулин. Вызов 112. 26-летняя девушка погибла в результате столкновения с фурой. Трагедия произошла сегодня рано утром в Заинском районе на автодороге Набережные Челны, Заинск-Альметьевск. По предварительной информации, девушка за рулем Hyundai выезжала со второстепенной дороги. На перекрестке она не убедилась в безопасности и продолжила путь. В этот момент в водительскую дверь легковушки врезалась фура. Шансов выжить после такого удара у девушки не осталось. Она скончалась на месте. Водитель такси, месяц работающий в сфере перевозок, спровоцировал аварию на перекрестке улиц Фучика и Софиуллина. Сперва ни водители, ни пассажиры не стали обращаться за помощью к медикам, однако спустя время передумали и вызвали врачей. Почему и что стало причиной аварии, знает Вероника Гайнудинова. Оба автомобиля ехали по улице Софиуллина. Девушка за рулем «Шевроле» хотела проехать прямо и следовала по своему маршруту, пока путь ей не перегородил автомобиль такси, едущий навстречу. Ну, он отсюда выезжал, он должен был меня пропустить, он не заметил бы. Из-за потока, что ли, или чего? Потока не было, машин мало. Ну, передо мной машина одна уехала, а я за другой машиной была. Предполагаемый виновник ДТП, водитель такси, свою вину отрицать не стал. Работает в сфере пассажирских перевозок. Около месяца автомобиль взял в аренду. Ехал, поворачивал на желтый. Просто не заметил. То есть перед ней машина пролетела, я начал поворачивать с решенной скоростью. И, то есть неожиданно просто не заметил. Ну, признаете, я понимаю. Ну, 90%, наверное, я виноват, да? И хотя последствия удара были достаточно серьезными, водители и пассажиры не стали спешить с вызовом медиков. Врачи вызвали только спустя несколько часов, когда стали беспокоить полученные пассажирами ушибы и ссадины. Вероника Гайнудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдулин. Вызов 112. А на улице Адаратского столкнулись «Опель» и «Лада Приора». По первоначальным данным, оба автомобиля ехали навстречу друг другу. Водитель иномарки поворачивал налево во двор, но, совершая маневр, не пропустил машину и не успел проскочить перед ней. После удара оба автомобиля разбросало по разным частям дороги, и хотя автомобили получили сильные механические повреждения, участники ДТП не пострадали. Полицейские нашли девушку, которая, управляя электросамокатом, сбила маленького ребенка на улице Ахунова. Инцидент произошел днем 21 мая. Девушка сбила ребенка и вместо того, чтобы помочь, скрылась с места происшествия. Мальчик получил сотрясение головного мозга и перелом голени. В кратчайшие сроки полицейские установили личность девушки. Ею оказалась 21-летняя жительница Казани. Девушка пояснила, что, сбив ребенка, даже не подумала, что он мог получить травмы. Ведь когда она обернулась, мальчик самостоятельно поднялся.
В настоящее время собранный материал готовится к направлению в следственный отдел по Приволжскому району города Казани для рассмотрения и принятия процессуального решения. В Казани автоинспекторы боролись за безопасность детей на дорогах, воздействуя на личный бюджет водителей. Тем, кто соблюдал правила перевозки несовершеннолетних, полицейские дарили подарки. А вот нарушителям выписывали протоколы. Штраф за неправильную перевозку ребенка в машине – 3000 рублей. С 17 по 26 мая 2021 года проходит акция «Ребенок – главный пассажир». Водители, осуществляющие перевозку детей, должны помнить пункт правил 22.9, а именно перевозить детей, не достигших 12-летнего возраста, на переднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве, соответствующем росту и весу ребенка. На заднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве ребенок должен находиться до достижения 7-летнего возраста. 28-летняя жительница Казани лишилась 200 тысяч рублей, которые отдала мошенникам. 7 мая ей позвонил мужчина. Он представился полицейским и заявил, что на ее имя оформили кредит. И посоветовал действовать по указанию сотрудников банка, которые будут ей звонить. Вскоре девушке позвонил другой мужчина. Лжеработник банка сообщил, что кредит на ее имя действительно оформлен, и предложил его отменить. Выполняя инструкции незнакомца, девушка, сама того не подозревая, взяла кредит в онлайн-банке на 190 тысяч рублей и перевела их на незнакомые счета. Спустя время она обратилась на горячий номер банка и поняла, что стала жертвой обмана. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Верховный суд Татарстана сегодня вынес приговор за убийство 9-летней давности и кражу. Причем раскрыть тяжкое преступление удалось после задержания подозреваемых в краже электроинструментов в минувшем году. Отпечатки пальцев совпали с найденными на месте первого преступления. Елена Саляхова о связи между ними и приговоре суда. Не хотелось бы провести свою жизнь в тюрьме. Большую часть жизни 33-летний Сирин Фардинов провел за решеткой. В очередной раз на скамье подсудимых оказался по обвинению в краже. Его могли были подозревать в убийстве, совершенном 9 лет назад, но следователи установили, что участие в нем он не принимал. Согласно уголовному делу, в 2020 году он вместе с 53-летним Аратом Хазиевым проникли в чужой дом и украли электроинструменты. Их задержали по горячим следам. И именно эта кража помогла раскрыть более тяжкое преступление. Установлено, что двое из фигурантов в 2020 году совершили проникновение в жилище, а также, будучи в этом помещении, в этом жилом помещении, совершили хищение электроинструментов. Кроме этого, один из фигурантов признан виновным в том, что он не соблюдал административные ограничения, установленные ему судом. Как доказало суду обвинение, летом 9 лет назад в Сарманово Сирин Фардинов вместе с Аратом Хазиевым и еще одним приятелем, 26-летним Рустемом Минахметовым, пришли в гости к своему знакомому. Там был еще один мужчина. Все выпивали, затем поссорились, конфликт перешел в избиение. Согласно уголовному делу, Минахметов и Хазиев накинулись на хозяина квартиры и его гостя с кулаками. Первого они забили до смерти, второму удалось выжить. Преступление было не раскрытым, пока не задержали подозреваемых в краже. Их отпечатки совпали с обнаруженными в 2012 году в квартире убитого мужчины. Итог: трое на скамье подсудимых. Одного обвиняют в краже, вину он признал, второго в убийстве и третьего в том и в другом. Они вины не признали ни в чем. Считаем, что вина, значит, именно в тех деяниях, которые инкриминируют моему подзащитному следствию, именно по 105 статье, она не подтверждается собранным материалом по делу. Поэтому в этой связи мы уже попросили переквалифицировать, значит, вину на 111 статью, это то есть нанесение тяжких телесных повреждений. Они сами захотели, чтобы был суд присяжных. Коллегия заседателей единогласно признала всех троих виновными. Суду оставалось только назначить наказание. Сирин Фардинов за кражу проведет 4,5 года в местах лишения свободы. Рустему Минахметову за убийство суд назначил 17 лет лишения свободы, а Айрату Хазиеву за убийство и за кражу 23 года. Елена Саляхова, Ильшат Мухаметов. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.